Селям алейкум, здравствуйте. Волшебный и неповторимый мир сценического искусства. Именно театр способствует духовному росту и развивает национальную культуру. Миссия театра – тема нашего эфира сегодня. Уважаемые телезрители, традиционно мы начинаем наш эфир с нашего сюжета, и мы очень скоро вернемся в студию. Материальные и духовные ценности, традиции и опыт многих поколений – все эти понятия объединяются в одну сложную систему под названием «культура». Крымским татарам, учитывая вызовы прошлого, было невероятно сложно сохранить свою идентичность. Однако, несмотря ни на что, сегодня в Крыму, на своей исторической родине, нашему народу удается развивать свою уникальную культуру. Зарождению народного сценического искусства предшествовала устная народная драма. На рубеже 19 и 20 веков открывается первый крымско-татарский театр. Однако постановки различных произведений на крымско-татарском языке осуществлялись в Крыму намного раньше. История крымско-татарского театра неразрывно связана с историей национальной драматической литературы. Первым произведением, ставшим классикой народной драматургии, явилась пьеса бахчисарайского автора Сейит Абдуллы Озенбашла «Оладжага чаре олмаз», написанная им в 1901 году. С 1922 года началось активное развитие крымско-татарского театра. Ставились пьесы Шекспира и Мольера, Ипчи и Лятифзаде, Гальдони и Бомарше, Толстого и Тренева. В межвоенный период в Крымской АССР функционировал Государственный татарский драматический театр, имевший профессиональную труппу и стационарное помещение, на сцене которого ставились спектакли национальных, отечественных и зарубежных драматургов. В годы депортации профессионального театра как такового не существовало. Однако отдельные инсценировки, постановки и отрывки из спектаклей в разное время ставились артистами музыкально-танцевального ансамбля «Хайтарма». В конце 80-х годов группа энтузиастов из числа мастеров сценического искусства до военной поры приложили усилия для возрождения профессионального крымско-татарского театра. В апреле 1990 года в городе Симферополе впервые после долгих лет состоялась премьера спектакля «Арзы-кыз». В 1993 году коллектив музыкально-драматического театра получил стационарное помещение. Тем не менее, становление и возрождение профессионального театрального искусства крымских татар проходило в период экономической и политической нестабильности. Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр – единственный театр крымских татар. Он работает в разных жанрах – трагедия, драма, музыкальная комедия, сказка, а также создает концертные программы на базе национального и мирового классического музыкального материала. Театральное искусство безгранично, его возможности не ограничены. Нам остается только погрузиться в этот особенный мир. Исмет-аға, 27 марта у нас в стране отмечается День театра. Более того, 2019 год, текущий год, объявлен годом театра в России. Каково значение театра и каково значение театра в нашем обществе конкретно? Есть такое выражение «театр начинается с вешалки». Я бы немножко перефразировал, и можно было бы так выразиться. Жизнь взрослого человека в культуре начинается с театра. Как бы вот уже давно мерилом для любой нации, как бы о культурном уровне, о состоянии культуры того или иного народа измерялся наличием этого театра, у этого народа театра. Есть у этого народа театр свой национальный или нет? К счастью, крымско-татарский народ, я хочу сейчас как раз воспользоваться возможностью. Какой год у нас сейчас? 2019, правильно? В 1769 году, то есть 250 лет назад, это тоже юбилей, в Крыму была осуществлена первая постановка театра европейского образца. Об этом писал посланник Людовика XV при дворе крымского хана Крымгерая, барон де Тот. То есть в этот год юбилейный. 250 лет первой постановки на крымско-татарском языке. То есть играли артисты и на французском, и на татарском языке. Так пишет этот дипломат в своих воспоминаниях. И в этом году 30 лет воссозданию крымско-татарского театра после возвращения из депортации. Тоже юбилей. И, может быть, я это как бы предваряю события. Наш театр
насчитывает столько лет своей традиции и не носит имени и без имени. Просто театр. Крымско-татарский музыкально-драматический театр государственный. У нас достойно в истории и искусства крымско-татарского, и в истории крымско-татарского народа имен, которые могли бы украсить своим именем название Крымско-татарского национального театра. Я думаю, стоит об этом подумать. И у меня есть замечательные кандидатуры. Если хотите, я озвучу. Озвучьте. Конечно, есть Александринский театр, правильно? Назван в честь императора Российской империи. У нас первым, кто обратил на это внимание профессионально, это тоже правитель, государь Крым Герай хан. И никому не будет обидно из ныне живущих. Или он заложил основы этой культуры, театральной культуры в своем народе. Сагунс, Исмаил Уджа, собственно, развитие крымско-татарского театра, оно неразрывно связано с историей крымско-татарской драматургии. Какими были первые произведения и какие темы больше всего волновали драматургов на разных исторических этапах? Вот в тюркском мире был театр теней. Это и в Передней Азии, в Крыму в том числе. Поэтому говорить о театре, о сценических образах, эти вещи исполнялись во время праздников, в том числе религиозных, гораздо раньше, чем 1760-е годы. И Сметана говорит как раз о том, воспоминания консулов, прусского консула, французского консула, барон де Тота, фон дер Гольца и так далее. Но до них, конечно, игрались спектакли, потому что по этим же воспоминаниям видно, что уже и французские артисты играли в Крыму, зарабатывали деньги. Я имею в виду, когда на сцене есть костюмерия, есть текст, есть диалог, есть чувства, которые выражаются, и они способствуют воспитанию общества. Это уже театр. Поэтому вот если говорить чисто о Крыме, в Крыму зародился театр. Сегодня он, как известен, амфитеатр в Херсонесе, IV век до нашей эры. То есть 2500 лет назад. Там тоже были музыканты на сцене, костюмированные артисты и так далее. Потом, правда, с принятием другой религии, ну, христианства, в первую очередь, они стали считаться, эти вещи, языческими, как бы, с языческим наследием. И в V веке нашей эры примерно этот театр потух. Но недавно в Краковском музее я заметил одну интересную вещь. Это слепок, относится к X веку, слепок из лица, из глины, относится к X веку, и он найден в Крыму. И там описывается, что в X веке захоронение артиста вместе со своим слепком было традицией. То есть театр не нарушил, не был прерван, раз он продолжался, а уже в период улуса Золотой Орды, естественно, все праздники сопровождались какими-то сценическими действиями, а в ханский период уже вот, как Исмет Ага говорит, там были серьезные спектакли. И в том числе надо подчеркнуть, что когда Крым-Герай заказывает пьесу Мольера «Тартюф», перевести, и Руфин, секретарь Людовика XV, берет эту миссию на себя, переводит на крымско-татарский язык «Тартюф», это уже говорит о многом. Правильно. Меджидия Ханум, собственно, у театра сейчас новый этап становления и развития. На каких основах вы сейчас строите свою работу? Ну, основы, как они были, они, в принципе, они остались те же самые. Донести до нашего зрителя вот все, что чувствует актер на сцене, он должен суметь донести до зрителя, чтобы вот эта неразрывная связь между актером и зрителем, она была. Вот если это будет, вот самое главное, я считаю, для театра, это основа всех основ. Я так думаю. Эльдар Бей, собственно, для любого руководителя, художественного руководителя, самым главным, стратегически важным является репертуар. Как у вас сейчас идет работа с репертуаром и на каких основах вы строите свою работу, связанную с выбором репертуара? Знаете, в первую очередь хотелось бы поздравить коллег
людей, которые отношение имеют к нашему творчеству, к театру, с нашим праздником, который сегодня есть. И так совпало, что и президентом Российской Федерации объявлен год театра. У нас, Исмет Бей правильно сказал, 30-летие сегодня. Мы будем тоже в июне его делать, сметался. Вы знаете, я думаю, что самое главное в репертуаре — это наш зритель. То есть для кого мы его показываем? Что мы хотим донести? У нас зритель — это и дети, и молодежь, и люди, которые преклонного возраста, которые уже к этому более глубоко подходят. Да? И поэтому репертуар строится основываясь на этом, на нашем зрителе. То есть что сейчас актуально на сегодняшний день? Чем мы можем апеллировать? Чем это должно быть? Где-то к молодежи более креативное, да, предрасположение наших пьес, спектаклей. Для детей это более красочность какая-то, чтобы привлечь нашего зрителя, и на этом потом потихоньку их воспитывать. И есть и моноспектакль, который с Эльмар-ага поставили. Это еще одна ступень, которая должна проходить. То есть у нас в репертуаре должны быть разноплановые спектакли. То есть у нас зрители разноплановые. И каждый раз ему хочется новой пищи. И это очень интересно и для проработки репертуара, и для работы актеров, и для работы художественного состава. То есть мы определили какие-то вещи, почему мы как репертуар составляем. Мы с Миждыханом составляем в том смысле, что потребность нашего зрителя. Да? На сегодняшний день Ахмеди Теклер, если мы ставим, то это мы понимаем, что привлечь молодежь. То есть если мы ставим моноспектакль, есть наши писатели, есть люди, которые хотят что-нибудь, вот именно такую пищу, да, и основываясь на истории, чтобы как-то привлечь и молодых, которые приходят на этот спектакль, чтобы они задумались, кто эти люди, о ком идет речь, да, Чубанзаде, Шериф Шамизаде. То есть мы должны как-то и это потихоньку нашему зрителю прививать. Что еще? Телеспектакль у нас как бы ставится, опять-таки, это для того, чтобы каждый раз была заинтересованность нашего зрителя. Телеспектакль — это тоже как бы новая ступенька, к которой мы стремимся. Мы с Ермбеем разговаривали на эту тему. Мы хотим все-таки к юбилею нашего театра все-таки это сделать, и чтобы еще одна ступенька прошла. Этот год вы уже неоднократно отметили особенный, юбилейный для театра. Вы что-то особенное планируете? Да, мы с Миждыханом уже распланировали, что на июнь месяц, скорее всего, будет это грандиозное такое представление. Мы пока не говорим какие-то тайны, которые сейчас сценарий готовится и готовится художником-постановщиком, в каком ключе это будет проходить. И мне нужно будет уговорить тех гостей, которые будут, в том числе и Милет, и Хайтарма, и Крым ансамбль, и музей наш, с которым мы плотно работаем сейчас, библиотека, это и Министерство культуры, это будет обговариваться, и мы определим просто какой-то день, и я думаю, что это будет очень масштабное мероприятие, к которому мы уже готовимся сейчас. Эльмар-ага, вот правильно тут отметили, что для любого здорового общества особую роль играет внимание к детям, то внимание, которое уделяется новому подрастающему поколению. Как в этом отношении, какова философия театра вот в этом отношении? Как вы работаете со своими самыми маленькими зрителями и актерами, может быть? Да, конечно, театр должен прививаться зрителю, начиная с самого раннего детства. И тогда, уже спустя годы, уже в наш театр будет приходить подготовленный зритель. То есть тогда он будет способен воспринять какие-то достаточно очень важные, философские, даже я бы сказал, темы, посылы. Потому как сказал великий театральный классик Николай Васильевич Гоголь, театр — это такая кафедра, с которой народу вещаются важные мысли. Поэтому театр не должен только смешить, или, как сейчас принято говорить, юморить. Понимаете? Не смех ради смеха, а смех ради того, чтобы искоренять какие-то пороки. Вот в этом заключается генеральная миссия театра. Вот. Конечно, я уже на протяжении почти 20 лет занимаюсь детским театром, и хочу сказать, что у нас очень много талантливых детей, подростков, которые, в принципе, могут быть достойной заменой нам, людям, которые уже по 30 лет занимаются театром, которые еще через
10 лет уже полноценно придут в наш национальный театр. Конечно, большая у нас проблема стоит с драматургией. Как говорили выступающие передо мной Исмаил Асанович и Исмет Аблятьевич, у нас есть проблема с драматургией. Но все-таки наши классики, конечно, оставили, не только наследили, так скажем, а действительно оставили вслед в национальной драматургии. И уже сегодня наш национальный театр, например, готовит какие-то спектакли по легендам, по сказкам крымско-татарским. Студия, которой я руковожу уже на протяжении 2 лет, репетирует тоже из наших классиков. Вот буквально ко Дню театра мы подготовили небольшой драматический этюд по нашему классику Амди Герайбаю «Эски усол Крым татар мектеба». И представим его сегодня в Национальной библиотеке Симферополя. Спасибо большое. Юнус Бей, собственно, мы живем в таком мире очень сложном, где очень много соблазнов, особенно для нового поколения, вот эти все интерактивные развлечения, игры. И вот в этой связи, насколько тяжело театру выдерживать конкуренцию, насколько тяжело прививать высокий художественный вкус и любовь к театру? Akşam şeşiniz hayırlı olsun. Hepsinin hayırlı bayramlarınız hayırlı olsun, уважаемые коллеги. Ну, сказать, что мы как бы находимся в такой конкуренции с... Ну, наше крымско-татарское искусство находится в конкуренции с телевизором или с магнитофоном, там, с музыкой через магнитофон. Я могу с этим не согласиться. Просто у нас народ настолько музыкально воспитан, что ему, наоборот, хочется... Я так думаю, что он еще не насытился вот такой своей профессиональной культурой, которая уже вот должна как бы вот быть на таком высоком уровне. И поэтому вот наша задача сейчас, вот на данный момент, вот театра, всех моих коллег, всех вот руководителей театра, у нас задача сейчас достичь такого профессионального уровня, чтобы вот, как вы говорите, вот этот вопрос преимущества, но он действительно как бы осуществился. Действительно, преимущество театра заняло не просто такое словесное слово, а заняло именно такое именно профессиональное и качественное место вот в своей театральной деятельности. Ну, как бы я вот так бы хотел подчеркнуть, вот, отвечая. Да, у нас в студии Майя Ханум, Сефет, мы как раз, вот у нас сейчас дискуссия касательно репертуара. Как вы можете оценить те сложности, возможные, или те преимущества, которые сейчас есть у Крымско-татарского театра, и на каких основах строится репертуар нашего национального театра? Поняла. Репертуар сейчас строить, знаете, как, наверное, ограничения есть во времени и невероятное количество работы, которую нужно было бы сделать, то есть охватить действительно разнопланового зрителя и привлечь к себе именно разнопланового зрителя, как в возрастном, как в социальном статусе разном, различных профессий, различных интересов. То есть трудно, наверное, удерживать баланс между комедией, драмой, серьезной философской драмой, детский репертуар, классика, современная драматургия. То есть это настолько нужно верно и правильно, пропорционально распределять, что находясь в условиях действительно ограниченного количества драматургических произведений на сегодняшний день, да, национальной драматургии. Ограниченной в каком плане? Может быть, не исследованной, может быть, не подготовленной и не адаптированной к сцене. Также крайне необходимо, допустим, создание новой современной драматургии. Она должна рождаться, она должна создаваться. И вот, то есть то, что есть, и то, что только будет, тот потенциал, который
впереди, да, то есть то, что будет только создаваться. Та классика, которая не охвачена, классика национальная, классика мировая, современная пьеса, такие хиты, скажем, да, современной мировой драматургии и, опять же, современная своя национальная пьеса. То есть сейчас мы, наверное, вот на ближайшее время мы определили скорее взгляд на крымско-татарского автора, крымско-татарскую сказку. Может быть, вот именно в ближайшие пару лет у нас, может быть, и будет дальше, но вот в этом году мы больше, скорее, ставку сделали на крымско-татарского автора. Мы хотим, ну, лично я так думаю, что мне бы хотелось, чтобы именно наши крымско-татарские авторы, крымско-татарская драматургия, крымско-татарская сказка, литература, ну, фольклор и так далее были отражены в репертуаре. Мы должны знакомить мир с культурой крымских татар. Да. Да, Можно спасибо. добавлю еще к этому пожалуйста. репертуарному плану? То есть я понимаю, что это разговор такой, да, очень... Мы сейчас коротко пытаемся рассказать, но как его планировать, это очень тяжело на самом деле, потому что вот мы разговариваем на эту тему. На самом деле драматургия — это очень большая проблема. Ну, и она решаемая, и я думаю, что мы должны тоже, вот с Исметбеем, сколько мы разговаривали, у нас начиналась работа с того, что мы собирали, помните, да, Шаир Лерны, мы писатели собирали, и поэтов собирали к тому, чтобы людям привить то, что нужно писать для нашего театра. То есть для любого театра есть свой писатель. На сегодняшний день это в порядке вещей. То есть почему бы это не привить и у наших писателей? У нас есть Низетов-Мер. Почему? Какая ориентация на сегодняшний день, на этот год? Мы поставили такой себе ориентир, что это должна быть наша драматургия. Низетов-Мер, да, «Миллионер», мы собрали, это в календарном постановочном плане, это уже постановка будет. После этого Иса Абдурамана. Да, драматургия, нужно с ней работать. Если ее просто убирать, то есть она не будет жить. То есть мы должны стимулировать. Поэтому мы будем говорить, мы будем разрабатывать эту систему, чтобы это было тоже со стороны театра еще один шаг для стимуляции нашего писателя. Чтобы он писал, чтобы он был заинтересован, и им было интересно писать. То есть основываясь на каких-то своих там заключениях, там, на актуальность нашего сегодняшнего дня, то есть опять-таки современные какие-то писатели. То есть мы на сегодня никого не знаем. Да? Иса Абдураманов, вот мы сейчас разговариваем, он 3 пьесы нам принес, мы с ним на этой неделе будем обговаривать еще после нашего праздника о том, какую пьесу и в каком ключе она должна разрабатываться. И я думаю, что это правильный ход и согласованный с нашим руководством, со всеми, то, что мы ориентир держим еще и на это. То есть помимо того, что еще классические есть, которые мы возим на фестивале, да, на сегодняшний день это Гоголь на крымстарском языке, то есть ориентир то, чтобы показывать и позиционировать свою культуру, но мы еще потихоньку должны поднять и свою. Ну вот еще вы, я сейчас подумал, вот преимущество театра вы сказали, действительно, в чем вот разница между искусственным общением и преимущество театра. То есть зритель становится непосредственным участником внутри вот действа актеров, если уже он сам становится участником постановки, сценической постановки, участником концерта. То есть живая музыка, живая игра актеров, живое пение. То есть это живая энергетика, которая непосредственно вот обогащает духовно и то есть дает такой заряд энергии, что, я думаю, не однокомнатная, вот, телевизионная, там, все это как бы, ну, я думаю, вот... Конечно. Нет. Конечно, в первую очередь, любой национальный театр должен опираться на произведение своей национальной драматургии. Иначе этот национальный театр прекратит свое существование. Если бы не было успеха с первым спектаклем Сейт Абдуллы «Узенбашлы» Уладжага Чарёлмас, так бы наш театр не стартовал в начале 20 века. Ну и для поддержки, так сказать, уровня, конечно, нужно будет обращаться и к мировой классике, к российской, к русской классике. Но в первую очередь, основа нашего театра – это классика крымско-татарской драматургии. 20-30-е годы прекрасно показали Томир Рыбчий, Вели Габилев и другие. Айвазов. Еще раньше Асан Севряй-Айвазов. То есть это есть. Есть проблема то, что их произведения утерялись, не мы утеряли. Они были или уничтожены, то есть мы многие из них восстановить не можем. Не можем найти и в архивах. Я вот в архиве работал в Крымске, там одна пьеса сохранилась, это посвященная Республике Таврида.
Ну, там автор не крымский татарин. Это 1937 года работа. Это проблема. Ну, Аллах шүкір, и Музитага работает, и Иса Абдураман. Единственное, что я бы попросил бы наших актеров, режиссеров в тандеме с ними работать. Это очень важный вопрос. Уже в написании текста. То есть вы уже видите, как это будет отражено на сцене, как это будет подаваться. Они, к сожалению, может этим видением не обладать, хотя Нузет Умеров работал в театре в Алмате. Нужно им помогать, только тогда у нас получится хороший продукт театральный. Исмаил, вот как было в 1920-х годах, да? Сегодня театр Горького, сколько там, примерно 500 мест с чем-то, там уже кресла, а в то время были обычные стулья, больше 1000 мест. Об этом несколько раз пишет газета «Енидия». Больше 1000 мест в зале, заполненный зал, идет спектакль. В 26 году, во время юбилея 25-летнего, 3 спектакля за ночь поставили, до 6 утра шли спектакли. Я хочу о чем сказать. Там были десятки писателей, которые постоянно присутствовали на спектаклях, которые зарождались игрой, и которые потом сами пытались писать и так далее. Я вот недавно приводил пример до того, как прийти сюда. Был такой Пармаксызов, обычный человек, который даже неизвестен как писатель, но он принес однажды режиссером 20 пьес. 20 пьес, они были прочитаны, и 3 из них выбрано и сыграно. И писали очень много людей. Просто театр не знал, какую пьесу принять. Там были разные уровни. Я хочу сказать, и не просто работать с писателем. Писатель должен быть в театре и видеть своими глазами, слышать своими ушами, присутствовать своими чувствами и таким образом как бы заражаться. Это раз. Второе. Очень интересные были постановки обычных текстов, превращенных в сценарий. Например, повесть Османа Ахчохрахла Ненкеджан ханым, она была сыграна как пьеса в 20-х годах. Была сыграна как пьеса Крым-Герай в 17 году, Адиль-Герай в 17 году, и Шахин-Герай в 29 году. То есть обычные исторические какие-то тексты, режиссер их сценировал. Не специально ждал, пока кто-то напишет, потому что сам текст такой вот близкий, чтобы его поставить на сцену. Но сегодня такая ситуация, что мало кто пишет. В этом большая проблема. Потом меня, например, лично очень сильно беспокоит, когда играют на крымско-татарском языке, дело даже не в языке, а человек, который произносит какие-то фразы, предложения, вступает в диалог, он больше со стороны, как он подходит к языку как бы со стороны, вот произнести речь. А что за семантика, что за смысл в каждом слове, как оно действует на зрителя, вот это другой вопрос. И мало пластики, это видно, да, мало пластики. Потом мало работает художник, тоже видно. Сразу видно, что художник плохо сработал. Я не знаю, кто там художники постоянные, но если ты играешь роль старого человека, там такого немощного человека, он должен от начала до конца быть в этом видении. Не один раз прямо пройти, а потом согнуться как-то там, и так далее, и так далее. Еще пример приведу. У нас очень плохая машинерия. В театре невозможная машинерия. И никакой машинерии нет. Вот в Казани сегодня работает театр Галяскар Камал. Я там несколько раз был. Идет натуральный дождь на сцене. Натуральный снег. Натуральный ветер. Натуральные звуки. Натуральная игра. Человек возбуждается. Действительно участвует, как бы перед глазами происходят эти сцены. И самое интересное, вот почему мало зрителей у нас на спектаклях. Там спектакль идет одновременно на 3 языках, одевая наушники, любой посетитель, русскоязычный, англоязычный, татароязычный заходит, одевает наушники, выбирает язык и спокойно сидит, и синхронный перевод слушает и так далее. То есть зал постоянно полный.
постоянно не хватает билетов. Когда вот не просто так, что артисты ищут, кого бы привлечь побольше в театр. То есть нужно учиться, как это делают другие. Да. Маленький комментарий. Вот что касается крымско-татарского языка, это такая комплексная проблема. Мы все о ней знаем и много о ней говорим. Вот вы тоже сказали, что не хватает писателей, не хватает драматургов, не хватает поэтов, тех людей, которые бы профессионально занимались крымско-татарским языком. Как мы эту проблему можем решить комплексно? Вот я лично думаю так. Если ты актер крымско-татарского театра, ты не должен быть освобожден от чтения книг на крымско-татарском языке. Это в первую очередь. Постоянно. Постоянно общаться со знающими людьми, чувствовать язык и так далее. Произношение. Потому что одно дело, когда мы, допустим, кириллицы читаем на крымско-татарском языке, кириллицы написан текст, читаем его как будто это в русской речи. Например, бир вместо бр. Сырым сагайт мам вместо сырым. Там же и краткая, а мы его читаем как в русском, потому что это на кириллице. Кият. Да, и так далее. Там нужна серьезная работа. Я даже думаю, что можно сделать следующим образом. Приглашать людей, которые вот тонко разбираются в этих вещах, и вместе работать. Причем постоянно. Пусть это будет в виде общения обычного. Да? Я один пример приведу. Меня как-то затронуло, что вот народ массово теряет язык. И я 3 года назад подумал, неужели это уже безвозвратно? Потому что с каждым днем хуже и хуже. Мы читали лекции 10 лет назад в университете, нормально нас понимали. Сегодня новые ребята уже надо по-другому читать. И решил сделать следующее. Мы делали круизы по Крыму в школы, в джами, в клубы там, на беседу с людьми. Обычная лекция. Ну так, научно-популярная. Мне понравилось, что люди очень сильно заинтересованы, с удовольствием принимают любую беседу на родном языке, тем более, если рассказываешь интересные вещи, и вступают в диалог. Вот 1,5 часа такого диалога, у людей возникает интерес. Через 5 мастер-классов, я думаю, люди начнут покупать сами уже литературу, собирать какую-то библиотеку дома, чтобы интересно, когда будут заниматься самостоятельно. Каким-то таким образом нужно сделать так, чтобы динамизировалась наша работа. Вот с языком и чтением. Вы представьте, в 20-х годах люди не знали русского языка. Многие, кто писал на крымско-татарском. Это значит, самая правильная речь, так сказать, тонкие тексты на родном языке, они в основном довоенные. В основном довоенные. Классика. Вы возьмите роман Гаспринского «Молла Аббас». Сегодня его, просто сложно читать получается. Хотя надо. Да, 1887 год. И так далее, и так далее. Примерно так. Просто, к сожалению, мы находимся в других условиях совершенно, нежели чем 20-30-е годы. Мы тогда сейчас проживаем дисперсно на своей этнической территории. И тогда у нас колермзе шаедах. У каждого в селе языковая среда, какой хочешь говор, какой хочешь диалект. Человек заряжался. Я имел в виду, что нам нельзя сейчас останавливаться в развитии. Я понимаю, нет, я имею в виду, то есть, реалии изменились, к сожалению. Подпитка из крымско-татарской языковой среды постоянно, конечно, нужна, тем более для работников сцены, для актеров, для писателей, но мы ее должны сами создавать. Мы должны, да. Вот мы сегодня, у нас передача проходит, мы говорим на русском языке. Передача такая. Такая, да. Но мы должны обязательно такую же программу создать, где мы могли бы спокойно общаться на своем языке народном. Системно. Вот в театре, Ханум, я считаю, системно. Профессор, извините, что я вас перебил. Я думал, мы в диалоге. У меня где-то несколько дней назад одна из моих коллег по работе упрекнула в том, что, говорит, 7 месяцев уже новое руководство в театре, театр работает, а вы лично, и я не отказываюсь, вы говорили
в этой же студии, когда мы собирались последний раз после смены руководства театра, что у нас есть замечательные драматургии, есть работы, есть драматурги, еще работы пишут, можно из классики. То есть мы без новых спектаклей не останемся. Он говорит, а где же ваши новые спектакли? Хорошо, что, говорит, поставили моноспектакль. То есть, об этом говорит моя коллега, она театрал, профессионал, с замечательным театральным образованием. То есть она признала, что это как бы достижение в работе нашего театра. Но в остальном мы пока топчемся на месте. И мы говорили тогда о том, что мы должны объявить конкурс на написание хорошего драматургического произведения для Крымско-Татарского театра. Тем более, что Совет крымско-татар при главе Республики Крым нас поддержал, сказали, что спонсоров мы найдем. Но до сих пор мы этого не сделали. Меджидия Ханум, пожалуйста. Сначала хочу ответить по материально-технической базе. Значит, и дождь, и снег на сцене, все это, и крутящаяся вот эта вот сцена, все это, иншаллах, будет. Потому что еще очень короткое время для того, чтобы все это приобрести. Тем не менее, технические возможности площади нашей сцены, зеркала сцены не позволяют. В театре имени Камала Гаскара там площадь сцены как футбольное поле. И там и в бурю можно организовать, и все что угодно. К сожалению, у нас пока так. В принципе, что я хочу сказать в любом случае. Достижения в театре есть в направлении материально-технической базы. Приобретены музыкальные инструменты. Заложены деньги на ремонт крыши. Очень много куплено ноутбуков, компьютеров, принтеры. Это все как бы то, что сделано, материально-техническая база, закладываются деньги очень большие. Конечно, надо время для того, чтобы этот театр еще стал лучше. Я так думаю, нам очень много помогают и так, и будут помогать, и будет это все у нас обязательно. Я в этом не сомневаюсь. Но по поводу языка я все-таки хочу сказать. Основа, язык, самое главное, язык. Все-таки вот та непосредственная обстановка в театре, она дает возможность изучения языка литературного, правильного. Все равно это пусть маленькие дети, они его слышат, они его понимают, и они уже стараются, все равно они принимают его. Самое главное, они его принимают. Это тоже основа всех основ. Наш язык. Мы несем язык со сцены театра зрителю. Я думаю, что это немаловажно. Да, Меджидия Ханум, касательно труппы театра. Какая у вас сейчас ситуация, какие сложности, как вы работаете с молодыми актерами? На сегодняшний день штат театра практически он укомплектован. У нас работает балетная группа, оркестр работает эстрадно-симфонический, работают вокалисты, есть у нас артистический персонал в театре. Ну, в общем-то, укомплектован театр хорошо. Но что хочу сказать. Молодые наши артисты сегодня очень талантливые пришли. И актеры, и солисты, и музыканты очень талантливые, молодые. Ну, театр помогает нашим молодым актерам и солистам, артистам нашим. В каком плане? Вот недавно мы съездили в Сочи на театральный форум, где и мастер-классы, и семинары, и обучающие семинары, и для руководителей. Одним словом, это было интересно. Я так думаю, что с таким хорошим багажом наши молодые актеры вернулись домой и уже могут даже уже вынести сегодня на сцену нашего театра. Я просто добавлю еще, мы вступили в Союз театральных деятелей России, и за счет этого мы еще и поехали в Сочи на этот форум. Это созыв Южного округа полностью. Будут законы приниматься в 2020 году, это культуры касаемо то, что... И мастер-классы мы прошли. Мы очень много информации на самом деле получили. Во-первых, мы туда учиться ехали. То есть эти 4 дня мы получили то, мы после каждого дня мы еще собирались, у нас были мини-собрания, которые, то есть мы
понимали, что мы сегодня взяли, да, чего нам еще не хватило. Много не хотел, потому что каждый хотел на чей-то сходить, да, мастер-класс и поучиться чему еще другой профессии, которая у нас есть. Потом, что нам еще это дало? Исмаилбек говорит насчет сурдоперевода. Мы с Мечдеханом уже обговаривали, и это у нас... Синхронного перевода. Синхронного перевода. То есть оговаривался этот момент, то, что у нас это будет Хисметолса. Но опять-таки вы понимаете, что это не маленькие деньги, и это как бы театр. Для театра это нужно делать или закладывать в программу, как Мечдехан говорит, или нужно, то есть найти этот выход. Это на самом деле очень хорошо. Это привлечет нашему еще больше зрителя. И вот, я не знаю, Мечдехан, наверное, больше расскажет про субботы, когда какие-то вы планы там сделали и насчет каких-то своих там привлечь еще дополнительно зрителя. И крымско-татарского. То есть потихоньку, да. Для художественного руководителя актерский состав, режиссерский состав – это стратегически важный ресурс. Из каких принципов вы исходите при работе со своими коллегами и на каких основах вы принимаете молодых актеров? Правильно Мечдехан сказал, у нас укомплектовано. То есть мы уже собрали, это наша база, на которой мы сейчас строим все спектакли, да, и художественный персонал, это режиссеры, с которыми мы, оговаривая, уже ставим постановки. Да, и учение это в первую очередь. То есть мастер-классы, те же фестивали, на которые мы ездим, то есть мы получаем какое-то образование. Мы дообразовываемся, то есть мы еще и повышаем квалификацию свою на этих фестивалях. Мы участвуем везде. Это чтобы поднять немного, еще дополнительно поднять уровень, чтобы мы не останавливались на одном месте. То есть вы знаете, что есть талант, его нужно прорабатывать. То есть ты должен работать, ты должен полностью находиться в этом, ты должен жить этим, чтобы повысить свой, это самое. Вот в 30-х годах интересно решили этот вопрос. Да? Прямо в начале 30-х годов открыли театральную студию при театре. В 1929 году. 31-м. 29-м 31-м. Первый набор. Да-да. В 29-м речь об этом начала. В 31-м году открыли студию. Теперь в эту студию, естественно, принимали разных студентов и пробовали их на спектаклях. Они взрослые эти опытные актеры преподавали разные там мастер-классы и так далее. И таким образом кадры формировались рядом с театром. И, естественно, был результат серьезный. Да. Школа-студия. Потом стал техникум. Он превратился в из студии в театральный техникум и так далее. В 1934 году. Ильмар Бей, собственно, вот и Меджидехан в одном из своих интервью говорила, что сейчас, собственно, такой социальный запрос, если я так могу выразиться, больше ориентирован на комедии, на какие-то легкие жанры, но тем не менее нам чрезвычайно важно делать фундаментальные вещи, исторические произведения в том числе. Какую работу проделывает театр в этом отношении, учитывая вашу работу, моноспектакль, который вы сделали? Какие планы еще вот в этом направлении? Да, спасибо за вопрос, но я все-таки продолжу мысль уважаемых гостей еще по поводу языка и вообще драматургии, а потом уже перейду к вашему вопросу, если можно. Дело в том, что артист балета, он ежедневно, каждое утро стоит у станка и занимается натяжением своих мышц, то есть он добивается какого-то результата, вырабатывает и отрабатывает какие-то элементы балетных па. А артист-вокалист, он тоже развивает свои голосовые данные, голосовые возможности. Так вот, артист драмы, по завету нашего великого учителя Станиславского Константина Сергеевича, должен постоянно работать над собой. Ежедневно, ежесекундно. Это и я, и мои коллеги все. И всегда, денно и ношно должны об этом помнить. И язык в нашем варианте, в нашем случае, относится именно к этим вопросам. То есть мы должны читать, очень много читать. Читать и Гаспринского, и язык Чингиза Дахджи и Бекира Чобанзаде. То есть это абсолютно разные диалекты, так как мы призваны использовать все разные диалекты Крыма на сцене, в разных постановках. Поэтому мы должны заниматься денно и ношно над собой. И считаю, что вопрос языка в первую очередь относится к каждому из нас. Во-вторых, то, что вы просили, задали вопрос, да, по поводу драматургии, по поводу репертуара.
Да, конечно, конечно, существует пожелание зрителя, существует... А какое оно пожелание зрителя? А почему? Вы знаете, я давно занимался и занимаюсь все-таки крымско-татарской комедией, снимал много скетчей, писал короткие миниатюры, одноактные пьесы. Дело в том, что сейчас пошла такая тенденция, и я считаю, сам не люблю, честно говоря, игру КВН, вот не люблю ее. И считаю, что вот эта игра КВН, она привнесла в крымско-татарский юмористический жанр какую-то такую, знаете, фривольность, какую-то такую юморность. То есть получился какой-то юмор ради хохмы. А ведь через смех, через этот смешной глагол нужно было сжечь сердца зрителей. То есть высмеиванием каких-то пороков человеческих нужно показывать. То есть вот для чего. А не просто так посмеяться, понимаете? Это первое. Второе. Конечно, единственный в мире крымско-татарский национальный театр, он в принципе не может существовать без серьезной драматургии, без серьезных тем. Если мы сегодня не будем поднимать эти темы, то послезавтра мы действительно не сможем, нам не для кого будет играть. Знаете, существует такой анекдот. Вот у Хаджи Насреддина, говорит, спрашивают, вот в чем же проблема вот театра-то? Он говорит, рыть глубже надо, сцена очень мелкая, глубже надо рыть сцену. Тогда, говорит, игра будет поинтересней. Так и нам нужно ставить проблемы перед народом. Народ готов. Театр, понимаете, это такой институт, конечно, он, может быть, и не предлагает противоядий, но он показывает разные пути выхода из тех или иных проблем. Вот это я хотел сказать. Юнусбей, как мы можем воспитать настоящих деятелей искусства? Тем более, когда мы говорим о национальном театре. Ну, я думаю, воспитать это одно, но еще должно быть желание у этих будущих деятелей. Вот мы сегодня вот общаемся, как же вот все-таки достичь такого уровня, ну, который сегодня окружает другие театры. Там возьмем московские театры, МХАТ, там, Современник. Ну, планка такая, мы хотим, как бы, и у нас есть потенциал. Ну, естественно, с детства прививать любовь к музыке, читать на родном языке. И дальше уже музыкальные школы, театр, студии детские. И я думаю, вот, как любое растение, благородную почву, и деятели, они, я думаю, сами уже и раскроются в дальнейшем. Да, давайте подключим к нашему разговору нашу студию. Простите, пожалуйста, у меня такой наболевший вопрос. Я хочу немножечко вернуться назад в ту тему о труппе театра. У нас безумно талантливые все актеры. Но я считаю, я думаю, со мной многие сейчас согласятся, в нашем театре не хватает молодежи. Ребят 20 лет, там, 21 мальчиков, как и в балете, так и в актерской труппе. Но дело в том, у нас очень безумно талантливая молодежь. Но молодежь, таких, извиняюсь, дураков, как мы, которые работаем на небольшую зарплату, уже мало. Наша молодежь хотят более высоких зарплат. Но это все равно все у нас в жизни сталкивается с финансами. Я к чему все это говорю? У нас очень много хорошей молодежи, но они не могут прийти в театр из-за невысоких зарплат. К чему я говорю, уважаемый Сметбей, может быть, у нашего Министерства культуры, может быть, я не знаю, к кому это обратиться, есть какая-то возможность заинтересовывать молодежь, чтобы приходили к нам в театр, заинтересовывать именно финансово, потому что в нашей жизни все как бы сталкивается с финансами. Это все тут, как бы, вы знаете, это вот боль, да, ваша, да, которую сейчас вы высказали, там есть два момента взаимоисключающих. Молодежь, для того, чтобы ей платить, да,
Это должен быть уже состоявшийся актер, звезда, суперзвезда, чтобы ему платить большие деньги. Если этот молодой человек еще себя никак не обозначил в театральном искусстве, ни на сцене, просто никто и зовут его никак, как можно ему платить большие деньги ему? За что? А заинтересовать тут, во-первых, должно быть в крови любовь к искусству. Вот. Вы говорите, как-то о себе так уничижительно высказались, что за небольшую зарплату. Да, вы служите театру, вы служите искусству. Финансовый успех, тот необходимый базис, да, финансовый, который нужен для поддержания вашего профессионального мастерства, государство в лице Министерства культуры вам обеспечит. Остальной финансовый успех – это, конечно, ваша касса и дополнительные рычаги, которые знает руководство театра. Так, а вот молодой человек, как говорите, молодежь, платить ему большие деньги, больше, чем вам, за что? Сначала надо состояться в искусстве. Имя. Звездам платят большие деньги. А если он не звезда, как? Исмет Ага, собственно, исходя из тех задач и тех целей, которые стоят перед нашим театром, должна быть выстроена определенная стратегия, очень четкая и понятная. Какие основополагающие принципы должны быть в этой стратегии? План. Есть план работы на год, там все учтено. Есть государственный заказ, который должен коллектив театра выполнять, за что и государство платит им деньги. Это профессионалы. Стратегия, тактика, все в плане, который сами для себя и коллектив, руководство театра разрабатывают и которым должны следовать. Мечидия Ханум, как вы считаете? Конечно, и госзадания, ну, такие какие-то сухие слова, государственные задания, план, доходы, зритель, количество спектаклей. Но все-таки вот больше хочется сказать о творчестве, о театре. Почему? Потому что вот хочется такие спектакли, чтобы ставились, которые вот настолько вот нотки зрителя заденут, и они будут у нас, эти аншлаги. Они обязательно будут, если будут вот такие вот спектакли. Я мечтаю, что обязательно это будет. Будут такие спектакли. Надо только немножечко, вот, конечно, Эльдар Эмирович на сегодня еще молодой художественный руководитель, будем так говорить, только начал работать. Для того, чтобы все это закрутилось, нужны талантливые режиссеры. Вот сегодня у нас есть такой спектакль уже, эксперимент-спектакль, будем так говорить, интересный спектакль. Хочется, чтобы многожанровые спектакли хотел смотреть зритель. Не только комедии, не только музыкальные какие-то спектакли, не только концертные программы, но еще и он приходил посмотреть и подумать еще, чтобы все-таки он ушел с каким-то багажом, который бы заставил еще и думать. Вот я хотела бы видеть спектакль вот в таком ракурсе. Ирина Ханум, Да, речь идет о репертуарной политике. Если вы помните, вот такой оглушительный успех молодого, совершенно самого, может, молодого в мире состава театрального Промстарского театра в 90-е годы. Как он был достигнут? Две постановки. «Макбет», «Леди Макбет» и... Не леди, просто... И «Кармен». «Макбет» и «Кармен». Простите, «Кармен». Царство небесное Владимир Аносов поставил, поверил в наших актеров, молодых выпускников только университета театрального Карпенко-Карова. И они блестяще сыграли. Наши звезды тогда, появились суперзвезды у нас. Алия Тимиркаяева. Они забирали все главные призы. Мне повезло, я был с ними и на Белой Веже в Бресте. И, один раз так получилось выехать. Выезжал с ними в Турцию. То есть на всех значимых фестивалях они занимали первые места за постановки. К сожалению, постепенно это ушло, усреднилось. Хотя эти же звезды работали, продолжают работать в нашем театре. Тогда, видимо, изменилась какая-то политика руководства внутри театра. Но я считаю, что это нужно восстанавливать. Нужно ставить перед собой задачи, цели высокие. Мы музыкально-драматический театр. Мы имеем замечательный оркестр с хорошими, высокопрофессиональными музыкантами. Значит, надо ставить музыкальные постановки.
Да. Можно у нас И концерт музыкальный. Да, Юнус Бей, пожалуйста. Нет, Я- мы не должны заменять ансамбль Хрым и Хайтарма с концертами бесконечными. Но музыкальные, есть классикам, пожалуйста, опереты. Здесь должен быть баланс определенный, я считаю. Юнус Я вот сейчас Опереты, опять-таки. вспомнил Раметле Ильяс Тимировича Бахшиша, потому что, ну, действительно, человек такой глыбы театральной и музыкальной. Ну, это последний был из магикан той плеяды, я уже говорю, наверное, того периода, который был. Меня что поразило в нем, это вот спектакль «Арзахыс». Мы все привыкли его видеть вот в первой постановке, да, там, мы потом восстанавливали спектакль уже позже. Но человек, вот он все время над собой работал и все время рос. И к чему я говорю? Вот по приезду сюда, может быть, и Исмаил Асанович, и Исмет Аблятихович скажут, я не знаю, он вот этот спектакль музыкальный, как бы он, ну, бытового жанра, я не знаю, как его назвать, да, музыкально-драматический или, но он не широкого такого жанра. Романтическая больше драма. драма такая. Лирическая. Узкий, да. Лирическая. Но я когда столкнулся с партитурами, я уже увидел, что он работал и сделал постановку балета «Арзахыс». И это было уже рассчитано на высокопрофессиональном, ну, по крайней мере, музыкального жанра, потому что я посмотрел, ну, столкнулся с номерами, там, дуэт, арзе, там, все. То есть это было переведено уже в балетный жанр, и музыкальное полотно до того было заполнено и гармонически, и так профессионально, просто я был потрясен этим. И, к великому сожалению, мы можем профессионально поднять этот пласт, но не количественно, потому что, ну, нет у нас симфонического оркестра такой, который должен быть на таком хорошем, хотя бы количественном уровне. Я уже не говорю, музыкантов у нас Аллаха шкур можно найти, но чтобы играть, вот, показать крымско-татарский балет «Арзахыс», вот здесь долго придется нам еще работать. Но это не в укор нашему театру, не нашему руководству. Конечно, просто праздник. я вот говорю, то есть предел человека нет возможности. Уже в зрелом возрасте он не начинающий, он уже мастер, он уже именитый. И такую... К счастью, постановка балета, на самом деле, это дело Я... театра, оперы и балета. Да. Muzikal-dramatistiği театр другие задачи должен. Ну, я имею в виду, я хотел сказать, Yorğan'a что göre ayaklarını uzat. ona ule. Sen yorğanı kaç kişilik anda? То есть 32 кişilik. То есть мы Оркестр. растем. Багаж у нас есть. Нам надо У нас немножко... специфика нашего театра музыкально-драматический. То есть Ну, мы должны ставить драму, И еще раз. музыкальную драму. Абсолютно верно. Я об То этом- есть с песнями и с танцами. Это что заложено вообще в нашей театральной культуре, в крымско-татарской, то есть музыкальная драма. Ведь узбекский театр тоже был музыкально-драматический. В основном в каждом областном центре было... И они поставили всю свою историю, всех своих поэтов, писателей. Очень много у них спектаклей и про Хаджуна Средина было, и про, в театр Мукуми. Мукими. Вот сколько было Карим у них, Закиров играл. да, сколько у них было произведений, да и есть, наверное, молодцы, у них очень театральный такой народ, да? Так вот и мы должны максимально популяризировать нашу культуру, историю, музыку национальную. Посредством жанра музыкальной драмы. Ильдар Бей, вот... Там вот, да, если один эпизод я добавлю, Юнус Бей. Эльмар, 26-й год, вот я недавно об этом сказал, 26-й год, 25-летие Крымско-татарского театра. Они начали с 1901 года, как выделили отдельное здание в Бахчисарае. 3 спектакля в ночь, 1000-й зал полный, и 200 человек в 6 часов утра стоят на улице, ждут, если кто-то выйдет, чтобы вместо него зайти. Это я цитирую статьи, которые были написаны про этот вечер. Как добивались того? Толпы людей, и они боролись, многие боролись за то, чтобы театральный билет стоил дороже. Я недоумевал, когда читал эти вещи. А почему они это делают? Потому что когда он дешевый билет, туда попадает масса людей,
которые просто так приходят поразвлечься, не любители театра. И они как бы мешают сценическому действу. И такой был случай, если вы помните, как раз связанный с Эмираметом Париковым, когда один актер из зала крикнул во время спектакля, когда этот главный герой говорил: «Хан, подайте мне коня», он говорит: «А осла не хочешь?» Это из зала. И тогда он сказал: «И осел нужен, дорогой». Место открыто. Выходи. Да. То есть такая живая работа была. Вот у меня тетя 4 раза была в Госдрамтеатре в 20-х годах. Она говорила о Парикове. Но исключительный актер высокого роста. Там вот такой эпизод она рассказывает. Ведь это толпа народа, огромная масса народа. Разнохарактерные, разночувственные пришли в зал. А надо настроить на какую-то нотку, допустим, на комедию. Выходил Париков на подиум, через несколько минут Эмирамет Париков. Эмирамет. Ну, понятно. Выходил на подиум, буквально через 5 минут зал укатывался от смеха. Ни одного слова не произносил. У него была такая мимика. Потом он уходил, начинали спектакль. То есть люди в то время, там тоже нельзя сказать, что была какая-то история большая этой труппы. 23-й год собрали их, разношерстную массу. Но уже к 25-26-му вот такие спектакли ставили. То есть можно. Народ сам театральный. Между прочим, О чем я говорю. Да, Лавров, помните, подчеркнул, когда поздравлял с первым спектаклем, Кирилл, Лавров сказал: это очень одаренный народ, про наш театр. Думаю, что если мы будем хорошо знать историю и основываться на свои живые нормальные корни и развивать их, а то, что однопланово ставить, это, я думаю, опасно. Одноплановые спектакли очень опасны. Разноплановые должны быть. Абсолютно. И, естественно, да. Ну, узбекский театр, может быть, когда-то в этом музыкально-драматический, я там много раз был, там тоже были, когда люди вставали, уходили во время спектакля. То есть разные спектакли. Ну, вот, разные узбеки. Да, разные зрители. Нет, конечно, должны быть разножанровые спектакли. Это понятно, как белый день. То есть театр не может быть однобоким. Да. Разные проблемы требуют разной реализации. Речь идет о том, чтобы возможности свои заложены в нем использовать на все 100%. Да. То есть мы должны играть и трагедию, и драму, и комедию, и водевиль, и... Хорошим музыкальным сопровождением. Совершенно верно, совершенно верно. Знаете, я можно добавлю до всего этого. Я хочу подытожить просто нашу работу с Мечдеханом, с нашей труппой, с нашим театром за 7 месяцев, которые здесь мы проводили. Вы знаете, руководство поменялось, и на какие-то... То есть мы столкнулись с какими-то, да, своими, скажем, проблемами там, или там, например... То есть... Мы 3 года назад получали гран-при, то есть у нас был Аршин Малам в репертуаре, он был музыкальный, драматический, и это самое, и с оркестром проработан был, и с вокалистами. Но для того, чтобы ту же оперетту ставить, нужны вокалисты. То есть это должно быть на высоком. Если мы беремся за что-то, он должен быть большого уровня. На следующий день, в том году, мы закрыли свой план со спектаклем по Ильясу Бахшу «Бача Сынковского», это крымстарская драматургия. Севгею Бахт, концертная программа на татарском языке была это, то есть я к тому, что у нас все-таки работа идет. Мы работаем в том смысле, в том, о чем мы сейчас говорим. Я просто подытожу, я к чему все это веду. Нам нужно просто время. То есть сейчас, чтобы требовать от театра сразу всего мгновенно сделать, это очень тяжело. То есть нужно на это время, чтобы это проработалось. И потихоньку, вы же понимаете, стать директором или художественным руководителем и сразу показать как бы свой талант и разработать все, это очень тяжело. Потому что строились какие-то взаимоотношения до этого в театре, да, то есть устоялись какие-то там обычаи там в театре. То есть это где-то нужно ломать, где-то это самое. То есть на это нужно время. И объединиться для того, чтобы... Что мы сейчас и делаем. Проработка с музеями, это не просто. Это мы с ними работаем, потому что мы делаем свой музей, мы собираем информацию о тех людях, которые работали до театра. У нас есть, проводится специально с музеем проработано то, что актеров мы берем и показываем довоенных актеров, актрис, да, то есть мы потихоньку и по истории немного своих актеров обучаем.
Потом библиотека, то есть эти пьесы, которые мы будем брать у них, мы с ними разрабатываем. Год театра в этом году – это тот шанс, когда можно со всеми вместе, с Миллетом, с библиотекой, с музеем, совместно с Хайтармой. Мы делаем совместный проект. На 18 мая Хисметулса мы будем делать с Хайтармой, это День траура. То есть это все прорабатывается. Нам нужно просто время, чтобы развить это и чтобы дать тот ход нашему театру, который мы предполагаем, который, каким мы его видим. Опять-таки основываясь на том, что вы говорите, да, что писатели говорят, что говорят по языковой. По языковой мы, Майя Ханум, вы знаете, Завлита до этого не было. То есть мы взяли человека, который должен смотреть за этим. Нужно опять-таки время. Нельзя молодого человека обучить за 2 месяца крымстарскому языку. Вы знаете, если это систематически, ну, как бы дома ты не разговариваешь на крымском языке, а кадрами просто так манипулировать мы не можем, у них нас нету. На сегодняшний день надо стимулировать не только писателей, на сегодняшний день надо стимулировать еще и актеров, еще и режиссеров. Скажите мне хоть одного человека, кто учится сейчас в культуре. У нас один танцор учится в Институте культуры. Все. Вы предварили мой вопрос касательно того, где вы находите кадры, и, собственно, здесь взаимодействие, наверное, системы образования в том числе. Как вот вы в этом плане находите выходы? Вы знаете, раньше это было очень модно. В театре быть, учиться на балет, да, на актеров. У нас очень многие закончили режиссерский. Сейчас у нас никто не идет туда. Балет, на сегодняшний день я вам скажу, что лучшая балетная труппа из крымских татар находится в Украинском театре. То есть тот момент, когда, да, ну, в музыкальном театре, да, сейчас. То есть он находится там, я его не могу оттуда вытянуть, потому что в свое время они уже ушли туда, то есть они уже там обосновались. То есть в силу каких-то там этих самых, то есть балет у нас ушел. И на следующий день, давайте так, по этому самому, у нас в балете 2 мальчика. В академическом, драматическом, музыкально-драматическом театре 2 мальчика в балете, которые еще учатся. То есть у нас нету кадров, чтобы закончили, и чтобы мы потом, у нас были места, чтобы сказать, там, нет, ребят, у нас на одно место там 10 человек, давайте так. То есть не стало так, чтобы это было очень, пускай я сейчас буду говорить так, по-своему, да, не стал моден театр на сегодняшний день, чтобы туда шли молодые кадры. А что сделать нужно? У нас нету гримеров-постижеров, у нас их просто нету, их никто не учится. У нас уже нет режиссеров, потому что не обучаются никто. У нас нету актеров, потому что в Крыму этому не преподают. То есть мы берем те кадры, из которых мы сами делаем. Это и есть наша студия. То есть организовывать студию помимо театра, это нужно, чтобы было здание, это нужно, чтобы через Министерство культуры, да, Ясмин, это должны быть педагоги, которые будут обучать. То есть это по минимуму должны хотя бы набрать тех людей, которых можно было обучать. Сметахан, это проблема. Очень большая проблема на сегодняшний день не только в писателях. Эта проблема была всегда. Ну да, это в Крымсе, да, я согласен. Мы целевым набором отучились туда. Возглавил художественную часть театра. Она была всегда, эта проблема. Конечно, можно бесконечно заниматься посыпанием головы пеплом, да, и находить массу причин. К сожалению, у нас один-единственный крымстарский театр наш. Да. Не как в Татарстане, там десятки татарских театров или сотни русских театров имеют. Поэтому у нас времени нет. У нас времени нет, к сожалению, на долгое становление. Мы должны работать сходу тут, так, с колес. Как мы и делаем, да, сейчас. С колес. По поводу, может быть, надо вернуться. Я считаю, что нужно вернуться. Но это должны вы пропагандировать. В школах, кстати, к счастью, есть у нас уже первые шаги, детский театр, да? Это ранняя профориентация. Да. То есть, как набирали вас, кто сейчас работает в театре уже, корифеи, это был курс у нас в Кукиите, одного училища, и был курс набран в университет театральный Карпенко-Карова. И в Харьковске. Харьковск. Да, 2 целевых К этому набора. нужно вернуться. Может быть, не 3, может, не 30, не 40, 10 человек найдете. Это ваша задача. Сегодня крымско-татарский язык – один из государственных языков Республики Крым. Мне приходится каждый год, посчастливилось работать в жюри конкурса «Созвездие Йылдызлык» в Казани. Он проходит. Его намеренно не делают международным или всероссийским. В прошлом году, вот мне значок, да, миллионный участник конкурса «Йылдызлык созвездия». Под патронажем президента Татарстана Миниханова. Там сумма где-то, если не ошибаюсь, порядка 140-160 миллионов выделяется на проведение этого фестиваля. Из самых лучших приезжают в жюри 8 преподавателей ГИТИСа, и там и заведующий кафедры эстрады, заведующий кафедры режиссера Щукинского училища. Они отбирают самых талантливых, предлагают им обучение
в ГИТИСе, набирают этот состав, то есть группу татарстанскую, и каждый год это делается. Обновляют. Каждый год это, то есть и первый, второй, третий, четвертый, пятый курс они обучаются. Получается порядка где-то 40. На очном, да, если это? Очно. Очно, да? Очно. Но это оплачивает республика. Ну вот. У нас есть. Но актеров заочно не учат. Не, ну, То есть если уже нужна инициатива. уже как бы подрос, если можешь. Значит, мы отобрали 10 талантливых юношей и девушек, которые хотят продолжить свое образование, получить специальное образование. Возможно, может организовать тогда или класс при нашем университете Кукити, Охота, или же кстати, да. ГИТИС. Давайте подключим к нашему разговору студию. Это наши талантливые представители Национального театра. Какой вы видите главную миссию нашего крымско-татарского театра? Вы знаете, я как молодой работник этого замечательного национального театра, единственного в Крыму, я хочу сказать, что, наверное, как актриса, как труппа, важно заразить зрителя, нам, актерам, заразить, чтобы были настоящие чувства, эмоции и правда, для того, чтобы они, уходя с театра, выходили и заходили с вопросами и уходили с ответами. Вот что я хочу сказать. Спасибо вам. Пожалуйста. Можно тогда я продолжу. Вот как раз форуме в Сочи, на театральном форуме в Сочи, как раз и ставился на одном из семинаров такой вопрос о видении театра и миссии театра. Это школа театрального лидера. Она выступала с рассказом о своей практике. Это балетная, одна из балетных, балетный театр, вернее, хореографии или балета, что такое современный балет, и центр Мейерхольда. И когда говорили мы о видении театра, мы описывали каждое видение своего театра и миссия театра. Миссия театра заключалась в их понимании в 3 вопросах. Что мы делаем, для кого мы делаем и где мы это делаем. То есть, ответив на 3 этих вопроса, мы и можем описать, в принципе, собственно, миссию своего конкретного одного театра. Вот. И, я думаю, каждый сможет теперь для себя отвечать на эти вопросы. И каждый из, думаю, здесь людей нашего театра, каждый представитель Крымско-татарского академического государственного академического музыкально-драматического театра знает для себя ответы на этот вопрос. Спасибо вам большое. Исмаил Александрович, какой вы представляете идеальную картину современного театра? Каким должен быть идеальный театр национальный в вашем понимании? Еще в XIX веке, когда Саид Абдулла Зембашлы написал «Оладжаха чари улмас», он там в предисловии отмечает, что театр по Сократу – это зеркало для общества. То есть вы смотрите на это зеркало, то, что там плохое, не делаете, то, что там хорошее, или то, что там какое, это ваше лицо. Вот мы на сцене. Примерно так можно ориентироваться, но в то же время здесь, получается, говорят о кассе театра. Так, это тоже проблема, о нехватке и там разные и так далее. Но постепенно, мне кажется, как сегодня трудно купить билет на спектакли в Москве, в ХАТ, например, и так далее. То есть нужно добиваться игрой актеров, выбором темы, актуальностью, чтобы люди действительно мечтали попасть на какой-то спектакль какого-то актера, хотя бы там с участием какого-то актера и так далее. Все искусство воспитывает. И песня, и танцы, и игра, и киноискусство, и театральное искусство. И это вид искусства. То есть то, что делает человека человеком. То, что его делает тоньше, более чувствительным, сочувствующим и так далее. Вот, исходя из этого, театр должен работать, мне кажется. Я хотел бы еще об одной проблеме сказать. Мы так к этому привыкли, уже вжились в это.
Мы живем в непростое время. Есть некоторые силы, которые все время пытаются, ладно уж, не говорю же поделить крымско-татарский социум общества, там на два лагеря, своих и не своих, но даже людей, которые хотят заниматься искусством, проявить свой талант и так далее, как бы затащить на свою территорию, чтобы вот они получали там эту лестницу в искусство, проходила через их, через руки. В связи с этим Министерство культуры Республики Крым учредило конкурс. В прошлом году он был первый республиканский конкурс крымско-татарской музыки, песни и танца. В этом году мы его переформатировали, он теперь называется конкурс крымско-татарского искусства «Дервиза». И имя такое, чтобы как бы у нас цикл начинается Хадырлес и заканчивается Дервиза, это будет финал. И в этом году новая номинация у нас – художественное слово, то есть театральное искусство. И для молодых профессионалов, и для аматоров. Я об этом говорил. То есть там мы уже будем получать, может быть, первые ростки опять. Этим очень хорошо пользуются в других республиках национальных Российской Федерации. И на Кавказе, и на Поволжье. Первые, так сказать, будущие актеры первые шаги свои делают в этой номинации на всевозможных конкурсах. У нас тоже теперь этот конкурс есть. И там будет хороший, как и в прошлом году, призовой фонд. Руслан Исмаилович Бальбек пообещал. Он в этом году поддержит наши спонсоры, наши бизнесмены. Проведение этого конкурса поддерживают. Так что готовьтесь. Но еще один жанр добавился. Ждем наших актеров. Мечиде Ханум, мы, конечно, понимаем, что вы сейчас всех секретов нам не раскроете, но тем не менее, какие у вас стратегические планы развития театра на ближайшее будущее? Стратегия театра. Ну, конечно, новые постановки. Это стратегия. Постановки такие, которые заполнят наши залы зрителями. А значит, это наши доходы. А значит, это зритель, который уйдет из театра, тоже с определенным творческим багажом. То, что нужно дать, то, что зачем он пришел. Вот он пришел посмотреть, посмотреть музыкальную комедию, он должен ее увидеть. Пришел он посмотреть драму, он должен увидеть драму. Значит, вот на каждого зрителя должен быть спектакль. Я думаю, что стратегия, вот это самое главное для театра. Удовлетворить потребности каждого зрителя, начиная от маленького и до самого пожилого. Ильмар Бей, в вашем ремесле, нашем общем ремесле очень важно взаимодействие со зрителем. Как вы это взаимодействие выстраиваете и как вы выстраиваете диалог с теми людьми, которые приходят, значит, насладиться вашим искусством? Ну, стараюсь наладить диалог со зрителем, потому как актер, когда выходит на сцену, вернее, я начну еще раньше, начну с драматурга. То есть драматург, он ходит между людьми, в народе, так сказать, и ищет на запах, на ощущение, какие сегодня проблемы волнуют сегодняшнее общество. И это потом выносит на свою записную книжку, а потом выносит на бумагу и переходит в театр. Режиссер этот человек, конечно, охотник. Он охотится за эмоциями. Он ходит среди народа и охотится за определенными эмоциями. Он ищет, что же, чем же живет, какие эмоции волнуют сегодняшнего зрителя, что его будет волновать в театре. А актер это в театре самый главный человек. Не главный директор в театре, не главный художественный руководитель, и даже не режиссер главный, а главный человек – это актер, который выходит к зрителю и большими, красивыми, доходчивыми словами и настоящими чувствами
объясняет зрителю то, что он хочет услышать. И поэтому наладить контакт со зрителем – это первейшая задача актера, который выходит на сцену. Помните эпизод из фильма «Мастер и Маргарита», когда персонаж Олега Басилашвили выходит на сцену театра «Варьете» и слушает зал. Помните, да? Он слушает, прежде чем открыть рот и сказать вообще первое слово. И только потом, и только тогда он начинает говорить то, что от него ждет зритель. Поэтому я, заканчивая свою речь, хочу поздравить всех своих коллег из Крымско-Татарского академического государственного музыкально-драматического театра с Международным днем театра. Хочется поздравить всех гостей вашей студии и вас, а также всех телезрителей нашей программы. Да. Юнус Бей, ваше пожелание тоже в этот особенный день для всех театралов? Ну, мое пожелание не забывать старые традиции, не забывать старых наших учителей, авторитетных учителей, титанов нашего искусства театрального, а также продолжать их начатое дело, воспитать молодое поколение музыкантов. Ну, я так думаю, это на наши плечи это все ложится теперь уже. Воспитать молодое поколение классных музыкантов. Я думаю, у нас потенциал для этого есть. У нас шикарные актеры. У нас очень трудоспособный, профессиональный театр. Добрый и душевный коллектив. Я хочу от всей души сегодня поздравить всех моих коллег с Международным днем театра. В принципе, телевидение тоже это творческая стезя. Мы как бы, пользуясь случаем, и вас также поздравляем, потому что без вашей, так сказать, аудитории, без вашего показа наших проблем зрителям, без того, все, что у нас есть, я думаю, как бы мы друг друга в этом плане дополняем. Также поблагодарить Исмет Ага, который уже активно включился буквально с переходом в другую плоскость. Он уже нас конкретно курирует, не дает нам расслабляться, проверяет нашу материальную техническую базу, пытается нам всячески помочь. Начальник транспортного цеха. Поэтому Исмаил Ага тоже поздравить с этим праздником. Это супер знаток театрального искусства. Я был сегодня очень приятно польщен, что я сегодня впервые с ним пообщался на театральную тему. И здесь он мне дал конкретное задание, чем я должен в будущем заниматься. Потому что он мастер, не только профессор филологии, но он еще профессор и в театральном историк искусстве. Театра. Да, абсолютно. Ну и 2 секунды возьму. Я думаю, направление еще нам задал Эльмар Бей, поставив вот спектакль о жизни нашего... Он определил вам планку? Да, это я был просто... Потому что мы привыкли, что Чобанзаде, ну для меня, я тоже не знаток и мало читаю, к сожалению, о наших просветителях, о наших писателях, какая их судьба, что с ними произошло. Просто мы все привыкли, кто-то их со стороны пришел, унизил там, и их не унизили, их трагически. просто убили. Да, просто взяли, убили, кто-то убил, и мы все злые ходим, кто же этот убийца. А оказывается, он поднял планку уровня вот, писателей, таких как чем закончилось творчество Мандельштама, Иосифа Бродского. Вот я думаю, Чобанзаде достоин вот таких спектаклей, которые, допустим, вот сегодня Эльмар Бей показал на нашей сцене. Я думаю, это уровень высокого класса, и я думаю, в дальнейшем еще, ну, в масштабе теперь, не моно, а мне хочется музыкальное,
оркестр, я всегда оркестр, всегда актеры, мы поем, то есть музыкально, Давайте искать новые, не засиживаться. Ильдар Бей, в Спасибо заключение большое. нашего эфира сегодня, пожалуйста, ваша заключительная реплика. Исмельбеевскую в заключение Давайте. скажу, да? Ну, сначала Я просто скажу тогда, Исмельбей, очень потом... коротко, и потом Исмель. Я просто хочу подвести итог того, что мы делаем. На сегодняшний день это не мои слова, это слова тех людей, которые как бы всегда сталкиваются с нашим творческим составом. Это лучший творческий состав на сегодняшний день в Крыму. Это, говорят учредители, это экспертная, мы сейчас участвуем в фестивале «Золотой грифон». И это, во-первых, сам сильнейший творческий состав. Во-вторых, оркестр. Это сильнейший оркестр на сегодняшний день в Крыму. Вы это знаете прекрасно. Певцы, которые у нас есть, это сильнейшие на сегодняшний день, которые вызываются, и Мечдаханом не даст соврать, они всегда, везде, на всех мероприятиях зовутся, и они работают от крымстарского народа и нашего театра. То есть театр живет, это живой организм. И просто хочется, чтобы все объединились и помогли. То есть причину можно найти всегда. А вот объединиться и помочь, я думаю, что дело каждого крымского татарина. Очень коротко. Очень коротко. Вот, очень коротко. В нашем лице мужской, сегодня у нас мужская компания, я выпустил из внимания нашего директора Меджиде Джаферну. Поздравим на посту директора. И впервые на посту директора она отмечает Международный день театра. Я думаю, у нее все получится, и мы на нее надеемся. Деньги у нее. Исмет, пожалуйста. Все деньги у Исмета. Начальник транспортного цеха. Есть такая телевикторина, игра «Что, где, когда». Там есть «Вся наша жизнь, игра», таким утрированным таким тембром неприятным вокалист поет. Вот я желаю нам, чтобы, и театралам, конечно, чтобы наша жизнь была не игра, а наша жизнь была жизнь настоящая. Чтобы они жили на сцене, в нормальной жизни. И я хотел бы, конечно, пожелать своему народу, крымско-татарскому обществу, да, в Крыму, быстрее излечиться от этого бесконечного вторжения в нашу жизнь профессиональных крымских татар, патриотов, которые почему-то считают позволительным себе учить нас жить здесь. Как жить? Профессиональных в кавычках. Да. Я 40 лет в Крыму. Моя супруга почти 50. Мои дети в Крыму родились. Внук мой родился, уже паспорт получил. Эти дяденьки пытаются сегодня вторгаться в мою жизнь и запрещать кому-то ходить в национальный театр, саботировать, считают возможным себе. Не ходите туда, не ходите сюда. Проводить какие-то полупартизанские конкурсы, фестивали и оттягивать наш социум куда-то на другие площадки. Это нужно прекратить. Вот как раз о чем говорил режиссер, объединиться. Это не имеется, что вот так взял, объединиться и стоять. Внутренне. Мы должны быть едины в любви к нашему театру. С праздником всех своих коллег, весь наш народ, который любит театр. С Днем театра. Спасибо большое. Действительно, перед нашим народом стоит очень много стратегически важных целей и задач. Развитие театра является основополагающей составляющей жизнедеятельности, жизнеспособности нашего искусства. Это было все на сегодня. Спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующую среду.